А вы только проснулись, а мы вот тут уже вот стоим. Это «Утро Якутии». Ждем вас. И ждем вас уже, чтобы вас зарядить на день, который наступил уже на календаре. 29 января. Январь почти закончился, незаметно пролетел. Катерина Винокурова, Павел Танин. Доброе утро всем Доброе нашим утро, телезрителям. да. Всем тем, кто просыпается вместе с нами, кто смотрит нас, кто включает нас фоном, кто не смотрит. А кто-то, может быть, как и мы, стоит перед телевизором сейчас. Да. В целом вообще вся республика, мы знаем, просыпается вместе с нами. И это не может нас не радовать. И я думаю, что в ответ мы дарим свою же энергию, дарим позитив и знакомим с самыми важными новостями каждое утро. Да, вообще просто об интересном рассказываем в конце концов, и это ли не прекрасно. Катя, вообще, что у нас сегодня по плану? Скажем. Да, ну впереди нас ждет гороскоп на предстоящую неделю, да, по традиции, который мы слушаем каждый понедельник. Многие, кстати, придерживаются прогнозов этих. Да, также полезная информация будет от нашего юриста, как избежать каких-то вот сложных ситуаций на дорогах. Полезно будет автомобилистам Кстати, послушать. говоря про автомобили и ситуацию на дороге, узнаем, как вот много-много-много лет назад, еще в прошлом веке, разные ситуации на дорогах, спорные, да, порой аварийные, разрешались между владельцами автомобилей. Да, ну и также очень такая сегодня важная информация. Недавно вышла новость о том, что в некоторых местах теперь россиянам можно использовать электронный паспорт. Узнаем, вот в каких что это местах, такое, да, и узнаем. Как. Ну и, как мы уже сказали, конечно же, начнем неделю прям рабочую. С чего? С астрологического прогноза. Послушаем, что же звезды нам сулят. У Овнов неделя будет полна неожиданных событий и новых знакомств. Вы будете открыты для новых возможностей и не упустите ни одной из них. Ваша энергия и энтузиазм помогут вам достичь больших успехов. Тельцы будут полны энергии и решительности. Это поможет вам достичь новых высот в работе и личной жизни. Не бойтесь рисковать и экспериментировать. Это поможет вам стать еще лучше. Неделя будет удачной для близнецов во всех сферах жизни. Вы будете успешны в работе, а также сможете наладить отношения с близкими и друзьями. Не забывайте об отдыхе и заботе о своем здоровье. У раков неделя будет наполнена приятными событиями и встречами с новыми людьми. Вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно в любой ситуации. Не забывайте уделять время своим близким и друзьям. Неделя будет очень удачной для львов. Вы сможете добиться больших успехов в работе и достичь поставленных целей. Не забывайте о своей цели и не останавливайтесь на достигнутом. Для дев неделя будет насыщенной и интересной. Вы сможете решить множество задач и достичь новых вершин в своей карьере. Не забывайте о том, что важно уметь отдыхать и расслабляться. Неделя будет благоприятной для весов в личной жизни и работе. Вы будете наслаждаться своим успехом и получать удовольствие от жизни. Не забывайте заботиться о своем здоровье и физическом состоянии. У скорпионов же неделя будет наполнена новыми возможностями и перспективами. Вы сможете реализовать свои идеи и достичь больших результатов. Не забывайте про свои мечты и цели, они помогут вам двигаться вперед. Неделя будет успешной для стрельцов во всех аспектах жизни. Вы сможете достигнуть новых высот и преодолеть все препятствия. Не забывайте быть открытыми для новых идей и возможностей. У козерогов неделя будет напряженной, но очень продуктивной. Вы сможете справиться со всеми задачами и достичь успеха. Не забывайте о своем здоровье и отдыхе, чтобы сохранить энергию и мотивацию. Для водолеев неделя будет интересной и насыщенной. Вы сможете расширить свой кругозор и узнать много нового. Не забывайте о своих целях и мечтах, они помогут вам оставаться мотивированными и уверенными в себе. Неделя для рыб будет очень эмоциональной и насыщенной событиями. Вы сможете преодолеть все трудности и достичь своих целей. Не забывайте проявлять заботу о своих близких и любимых людях. Так, ну что, настроились на предстоящую неделю, а теперь самое время послушать, что же произошло в Якутии и за ее пределами к этой минуте. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Медики, оказывающие помощь участникам спецоперации в Белгородской, Запорожской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР, в этом году продолжат получать соцвыплаты.
Максимальный размер выплат для руководителей медицинских организаций, заведующих хирургическими отделениями, хирургов, анестезиологов и реаниматологов, которые участвуют в хирургических операциях, составит 100 тысяч рублей в месяц. Такие же деньги смогут получить старшие врачи, врачи скорой и неотложной медицинской помощи, а также врачи, проводящие судебно-медицинскую экспертизу. Более 12 800 участников спецоперации и более 21 тысячи их детей обучаются в российских вузах. На бесплатное обучение переведены 448 человек и 420 детей, сообщила Миноборнауки в соцсетях. Отмечается, что студентам, участникам СВО и обучающимся, потерявшим близких в ходе спецоперации, оказывают психологическую помощь. В 212 из 234 подведомственных Миноборнауки вузах созданы психологические службы. Индивидуальный инвестиционный счет застрахуют аналогично банковскому вкладу на сумму до 1 400 000 рублей. Сейчас идет интенсивная работа над формулировками соответствующего закона и определением института, который будет выступать гарантом. В случае банкротства профессионального участника, который оперирует деньгами инвесторов, ущерб будет компенсирован. Очевидно, что принятие соответствующего законодательного решения будет стимулировать использование новых инструментов, поскольку повышает гарантию сохранения инвестиций россиян в российскую экономику. Закон депутаты планируют принять в первом квартале года. Дорожники компании «Кудорстрой» выходят на работу в любую погоду. Даже при экстремальных морозах на улицах города можно встретить работников предприятия в оранжевой спецодежде. Напомним, в предыдущие 10 лет средний показатель по вывозу снега с территории Якутска составлял 300-400 тысяч кубометров. В зимний сезон прошлого года в связи с рекордными снегопадами с территории города на снежный полигон вывезли более 800 тысяч кубометров снега. В эту зиму до Нового года уже зафиксировано незначительное превышение по сравнению с нормой. Соответственно, увеличены и объемы уборки. Снега, когда много, получается, и на те улицы отправляют нас, где очень много уже, грязно. Там убираемся. А проспект регулярно каждый день убирается. Ежедневный план, чистить тротуары, чтобы люди ходили, чтобы чисто было. Сегодня в Якутске запустят городской маршрут номер 101. Он будет курсировать по улице Птицевода. Напомним, в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» был проведен капитальный ремонт. Это большой отрезок протяженностью 3,5 километра от улицы Кульбертинова до подъездной дороги к Речевой школе. В рамках капитального ремонта также обустроены посадочные площадки, дорожные карманы и обновлена система освещения. Азербайджан планирует возобновить в России работу представительства Государственного агентства по туризму в этом году. Открытие агентства послужит дальнейшему укреплению двухсторонних туристических связей. Ранее министр культуры России Ольга Любимова назвала популярные у туристов музеями. Лидерами оказались Петергоф, музей-заповедник «Сталинградская битва» в Волгограде и Эрмитаж. Петергоф за год посетили 5 миллионов человек. Волгоградский музей-заповедник более 3,5 миллионов человек. Эрмитаж 3 200 000 посетителей. А с 1 января текущего года все договоры на выполнение работ по техническому обслуживанию и внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах и внутридомового газового оборудования в жилом доме должны быть заключены с газораспределительной организацией. Что это за собой влечет, о чем должны знать потребители, спросим у специалиста. Сегодня у нас в гостях руководитель группы службы технического обслуживания газового оборудования «Сахатранснефтегаз» Светлана Ефимова. Светлана, здравствуйте. Доброе утро. Вообще, что у вас вкратце, основные изменения в законодательстве по техническому обслуживанию? Что поменяется конкретно? Коснутся ли эти изменения управляющих организаций? Здравствуйте еще раз. В прошлом году с 1 сентября вступил в силу федеральный закон номер 71, который вносит изменения в жилищный кодекс, во все наши постановления, которыми мы руководствуемся, когда выполняем техническое обслуживание газового оборудования. И основное изменение, оно звучит так, что теперь техническим обслуживанием газового оборудования должна заниматься только газораспределительная организация. То есть заключать договоры на техническое обслуживание жители города и вообще жители республики должны только с газораспределительной организацией, это Сахатранснефтегазом.
управлением газораспределительных сетей Сахатранснефтегаз. Это вот самое основное изменение. Потом, что касается управляющих организаций, на них тоже вот это постановление, вот этот федеральный закон, он накладывает обязательства, потому что они должны на внутридомовое газовое оборудование, которое, например, установлено в подъездах, вот теплогенераторных котлы стоят, либо газопроводы общие, вот эти стоячные газопроводы в подъездах, договор на обслуживание вот этого всего газового оборудования должна заключать управляющая компания. Это и обязательство управляющей организации, и это все прописано тоже у нас вот в федеральном законе. Это все должно было быть вот до 1 января, и управляющие компании у нас заключили вот все эти договора, а по поводу внутриквартирных договоров, внутриквартирного оборудования, которые должны заключить либо собственники, либо вот управляющая компания, вот в этом у нас сейчас ведется работа большая. Что касается вентиляционных каналов? Да, это тоже важный же вопрос, по сути, при работе с газом. Вентиляционные каналы, ну, по постановлению, тоже вот, которые внесены изменения, ответственность за надлежащее содержание вентиляционных каналов и дымоходов тоже лежит на управляющей организации, то есть они должны следить за своими, ну, за работоспособным состоянием вентиляционных каналов и дымоходов. Ответственность на управляющей. Ответственность на управляющей организации. Они должны будут нанять специализированные организации, по-моему, не менее 3 раз в год точно они должны вот проводить работы. А вообще вот такие изменения чем продиктованы, для чего? То есть, скорее всего, даже не чем, а для чего делаются, к чему нас приведут? Но они в любом случае все направлены для того, чтобы безопасно эксплуатировать газовое оборудование, да, и много же было разных частных организаций, и, ну, чтобы в дальнейшем было Грубо говоря, вот был один ответственный, и безопасность. вот он будет за это условно отвечать, ну вот за вот техническое состояние правильное. А сроки перехода многоквартирных домов сейчас, ну, от сторонних организаций, скажем так, на единую газораспределительную. Да, и что это повлечет, если вдруг... Кто-то не заключен, перейдет, да. Так, сроки были в постановлении проставлены до 1 января вот 2024 года, да, должны были. Ну, вообще, изменения, они в основном касаются вот многоквартирных домов. И конкретно вот сроки стоят именно вот в многоквартирных домах, в обслуживании многоквартирных домов. И до 1 января 2024 года они должны были все к нам уже перейти. Управляющие организации в большинстве своем уже к нам перешли, все договора заключили. Просто вот в заключении договоров есть один нюанс, есть 2 варианта, вот как для собственника квартиры. Они могут заключить договор напрямую, прийти к нам в Сахатранснефтегаз. Жильцы, в смысле, собственники конкретно квартиры одной. Да. Либо бывают же вот эти протоколы общего собрания, когда у вас есть управляющая компания в многоквартирном доме, и вы проводите общее собрание, на котором вы решаете, либо мы делегируем свое право заключения договора управляющей компании, либо я хочу вести расчеты сам, и я сам пойду и с какой-то, ну, например, вот Сахатранснефтегаз, да, с нами заключу договор сам. Вот если нету в этом многоквартирном доме с управляющей организацией вот этого протокола общего собрания, на котором жильцы делегировали право, да, заключать договор со Сахатранснефтегазом, то собственники жилья должны будут прийти к нам сами. И вот в этом самая большая у нас работа заключается, что сейчас к нам половина, ну чуть меньше половины вот основного объема еще не заключили с нами договор, именно вот собственники. Управляющие компании-то они все пришли вот на обязательный договор, они все заключили. Вот собственники договора. по отдельности нет. Да. Ну вот говоря вот про этот случай как раз таки, если, да, вот, ну, возьмем один дом там какой-то условный, ну, все там, может быть, больше, подавляющее большинство людей заключили собственников договора, а вот несколько квартир по тем или иным причинам еще не смогли. Чем это чревато для тех, кто не успел заключить договор?
Ну, в любом случае у нас, в правилах есть такой пункт про то, что без договора технического обслуживания мы не поставляем газ. То есть поставка газа, она останавливается, она ограничивается, да. Есть такой пункт. Это тоже вот как раз-таки для того, чтобы безопасно эксплуатировать оборудование, безопасно пользоваться газом. И, ну вот, если нет договора, мы можем просто вот отключить газ. Ограничить услугу, Да, ограничить поставку газа. И все-таки какие сроки? Ну, в самые сжатые сроки сейчас надо будет подойти. Заявки принимаем мы на электронную почту принимаем. Так. Можете подойти на Петра Алексеева, 64. У нас там в службе единого окна организовано заключение договоров сразу по талонной системе. У нас по городу мобильный офис заработал. Он сейчас работает в районе Прометея, в микрорайоне Прометея работает. Можете, вот, если вам сложно, да, идти куда-то, стоять в очереди, например, или на электронную почту тоже отправить заявку, представляет там трудности какие-то, да, то вы можете подойти к мобильному офису, это автобус, заключить там договор. Специалисты без каких-либо проблем заключают договора, там немного документов мы требуем всего лишь 2 документа. Документ о собственности квартиры и паспорт. Подходите с паспортом, с документом о собственности и заключаете договор. Там все просто, мы никакие там большие справки собирать, пакет документов собирать не нужно. Все просто. Да, Светлана, вам огромное спасибо за эту полезную, важную информацию этим утром. Да. Ну а всех призываем поторопиться. Тот, кто, возможно, не в курсе еще. Надо заключать договор непосредственно. Да, ну вообще много изменений в правилах, законах вносится, не всегда мы успеваем за ними следить, однако знать о них нужно, чтобы не попадать в затруднительные ситуации. Вот об одном из таких способов избежать проблем автолюбителям расскажет наш юрист Дмитрий Дмитриев. Доброе утро! На улице заметно потеплело, приближение весны уже не за горами, что не может не радовать. Однако потепление таит в себе некоторые опасности. Например, наши автолюбители могут заметить, что на дорогах стало немного скользко, что, безусловно, повышает риск попадания в ДТП. Именно об этом мы с вами и поговорим. Итак, что же нужно делать при попадании в аварию? Я уже не говорю о том, что необходимо выставить знаки аварийной остановки и проверить наличие пострадавших. И, безусловно, не стоит покидать место аварии, так как это повлечет дополнительные неблагоприятные последствия в виде лишения права управления до 1,5 лет, либо арест до 15 суток. Но я хотел бы с вами осветить внимание именно вопросу по выплате страхового возмещения. У многих граждан возникают трудности, когда страховая компания отказывает в выплате страхового возмещения. Итак, что же нужно делать? Нужно делать следующее. Не обратиться к одному из оценщиков нашей республики за оценкой возмещения ущерба, после чего повторно обратиться с заявлением в страховую организацию. Однако, если страховая организация повторно вам отказывает, не следует напрямую сразу обращаться с иском в суд, потому что необходимо обратиться к финансовому уполномоченному. Финансовый уполномоченный – это орган, который призван в досудебном порядке урегулировать спор между потребителем и страховой организацией. Право на обращение в суд возникает только лишь после того, как финансовый уполномоченный отказал вам в выплате страхового возмещения. И здесь необходимо принять во внимание один важный аспект. 3 года общий срок исковой давности здесь не действует. Вам необходимо, вы имеете право обратиться в суд только в течение 30 дней с того момента, когда вступило в законную силу решение финансового уполномоченного. Итак, само решение финансового уполномоченного вступает в силу в течение 10 дней. И после вступления в законную силу данного решения у вас есть только 30 дней, чтобы повторно обратиться с исковым заявлением уже в суд. Поэтому будьте внимательны, соблюдайте правила и законы. Не знаю, кстати, как вот интересно, возмещали ущерб автолюбителей, ну, допустим, лет 100 назад автомобили уже были, и, может быть, какие-то особые правила существовали? Ну тогда, во-первых, и машин было мало, да, соответственно, и меньше каких-то аварийных ситуаций. И я почему-то сразу вспомнил про эту историю, когда я не помню почему-то в каком городе, в какой стране это было. Ну, что-то конец, может быть, 19 века, начало 20-го. То есть на дороге было всего 2 машины, и они умудрились врезаться друг в друга. Да, кстати, был такой случай. Комичный, да, с одной стороны. Ну, а сегодня в рубрике «История в кадрах» мы с вами переместимся в Алданский район 1931 года. На уникальных архивных кадрах можно увидеть, как испытывали грузовые машины в суровых северных условиях на отдаленных местностях. Ирина Григорьева продолжит тему.
Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы вам предлагаем перенестись в Алданский район, в далекий 1931 год. На этих кадрах первый дальневосточный автопробег по законченному участке дороги Большой Невер-Чульман. Эти исторические съемки известного кинооператора Алексея Кушашвили. Его называют одним из самых скрупулезных кинолетописцев Дальнего Востока. Кинооператор Алексей Кушашвили последовательно и много лет запечатлевал в своих кадрах ключевые события во всем Советском Союзе. Он снял около 600 произведений. Это полнометражные фильмы, очерки, сюжеты для всесоюзного и дальневосточного киножурналов. И данный фильм «Дорога в тайгу» об автомобильном пробеге по Амуро-Якутской магистрали занимает в нашем фонде особое место. Фильм начинается с экшена, с действия, то есть со старта машин с поселка Чульман. Около дороги вы сейчас видите стоять зрители. Это жители поселка Чульман, которые приветствуют водителя и желают им победы. Первый дальневосточный автопробег был организован обществом «Автодор». В начале века автопробеги были одним из способов донести идеи прогресса до самых отдаленных участков страны, и Якутия, конечно же, была не исключением. Цель данного пробега – установить наиболее пригодный для местных условий тип грузового автомобиля. Маршрут автопробега был непростым. Нужно было преодолеть труднопроходимые снежные трассы. На этих кадрах машины следуют на Путакси-подъем. Это один из самых трудных путей. Здесь очень крутой подъем, но машины как-то проходят этот сложный участок. Кстати, эти съемки запечатлели реалии 1931 года. Вы можете сейчас заметить, что кроме автопробега здесь проносятся разные станции. На дорогах встречаются люди, но и даже олени. Кстати, и даже верблюды, которых использовали в качестве гужевого транспорта. Верблюд на снежной трассе в Алданском районе в минус 50 смотрится сейчас очень экзотично. Кинооператор Алексей Кушашвили максимально точно, достоверно и объективно передал тот сложный, трудный путь, который преодолевали в то время дальнобойщики, водители грузовиков. Машины ездили по заснеженной тайге, по петляющим дорогам и по снежным коридорам Холодниканского перевала. К сожалению, не обошлось и без эксцессов. Здесь оператор Алексей Кушашвили отработал максимально оперативно. Не успев сбавить хода, на повороте машина врезалась в сугроб. На помощь прибыл трактор-тягач, и он отснял эти удивительные исторические кадры. Забегая немного вперед, отмечу, что по итогам автопробега грузовики «Ярославец» и «Форд» оказались самыми выносливыми по проходимости и экономности. Они показали лучшие результаты. После остановки грузовики продолжили свой путь и доехали до районного административного отдела Алданского округа. Здесь у оператора Алексея Кушашвили тоже отличился. Он успел заснять оленей в упряжке и рочонов, которые с интересом, кстати, наблюдали и за ним, и вообще за этой процессией. И в конце этого фильма, наконец-то, мы видим, что автоколонна доехала до станции Большой Невер Уссурийской железной дороги. Отсюда начинается новое шоссе, которое в будущем свяжет через Золотоносный Алданский район железную дорогу с Якутском. Непростая была жизнь водителя Якутии в 1931 году. Сейчас многое изменилось. Построены новые города, новые поселки, появились новые дороги, но не изменилось одно. Водители-дальнобойщики до сих пор ездят в рейсы по труднодоступным дорогам и автозимникам. Сейчас зима, но скоро наступит весна. Они спешат доставить продукты питания, ГСМ и то, что нужно, необходимо людям, которые живут на севере и в других труднодоступных районах. Путешествуйте во времени вместе с нами. Это очень интересно. Всем, наверное, знакома фраза «никто никому ничего не должен». Но мало кто знает, что есть продолжение, которое как-то так всегда, не будем о нем. Да. То, что звучит-то полностью как? Давай скажем, давай порадуем зрителей. Никто никому ничего не должен, пока не взял на себя обязательства. Да, и вот так вот сегодня празднуется Всемирный день необязательств, и есть отличный повод провести время в свое удовольствие. Ну вот прям в понедельник самое то, мне кажется. Никто не принуждает нас вести себя неадекватно или не выполнять вообще все обязанности полностью, но один денечек в году можно себя побаловать, ничего не делать и немножко развлечься, как будто бы субботы и воскресенья не существует. Устройте праздник необязательств не на весь день, а там на несколько часов, например, и вы почувствуете прилив сил, настроение поднимется, и этот день будете, наверное, долго вспоминать.
Да, ну а главное предупредить родных и знакомых, да, что все у вас хорошо, что вы устраиваете себе выходной, вы живы-здоровы, самое главное. Может быть, они даже последуют вашему примеру и не откажут себе возможности отметить такой день. Например, встать утром в другое время, выбрать другой маршрут, просить близких самих позаботиться о себе. Да. Но вообще сейчас это очень актуально. В отсутствии интернета, я думаю, мы как раз можем заняться чем-то, да, для себя, для души и действительно устроить себе такой выходной от окружающего. Я вообще считаю, что, я сказал, есть суббота, воскресенье. Речь, наверное, больше, конечно, идет о каких-то таких незначительных обязательствах. Естественно, никто не говорит о том, чтобы проснуться сейчас. Вот вы проснулись, да? Вот только с кофе на работу собираетесь. Так услышали? Звоните начальнику. Я опоздаю. Я тебе ничего не обязан. Я сегодня не приду. Я сегодня не вижу себя на работе. У меня что-то с глазами. Да, и он такой, а я что-то не вижу зарплату за этот месяц. До свидания. Твою. Да, сегодня день необязательств. Сегодня день необязательств. Да. Уважительно. Как сошлось, что выпал на день зарплаты, да? Поэтому, конечно, нужно отдавать себе отчет в том, что вы делаете. Например, если у вас есть привычка каждый день приходить и прибирать квартиру, к примеру, да, бардачок лишний убирать, да, какой-то, даже незначительный. Я думаю, сегодня можно с этим повременить, прийти, вспомнить, опять же, возвращаясь к понедельнику, что понедельник день тяжелый, не надо себя нагружать лишним. Вот это, мне кажется, будет идеальная формула сегодняшнего дня. Да. Еще одна интересная новость у нас для вас. Россиянам разрешили заселяться в отели по электронным паспортам. С апреля 2024 года начинает действовать упрощенная процедура регистрации граждан России в гостиницах. Вместо паспорта можно будет предъявить документ в мобильном приложении госуслуги. Кроме того, российские граждане смогут регистрироваться в гостиницах по заграничному паспорту вне зависимости от места постоянного проживания. Эти новшества утверждены правительством в рамках дорожной карты по внесению изменений в нормативное регулирование в сфере туризма. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, размещено на сайте правительства. Напомним, что электронные водительские права заработали в России в 2022 году, однако до сих пор система работает в тестовом режиме, и сотрудники ГИБДД вправе потребовать оригинал документа, то есть права возить с собой по-прежнему нужно. За отсутствие штраф 500 рублей. Вот так. А почему? Потому что никто никому ничего не должен. Особенно сегодня. Особенно сегодня. Нет, на самом деле цифровизация шагает огромными темпами. Я, честно, уже много лет жду, когда появится этот знаменитый мультипаспорт и карточка, в которой будет все. Хорошо было бы не только в отелях, да, использовать его, а вообще везде. Да, вообще везде. Под рукой. Да, это классно, это удобно, потому что до сих пор, давайте признаемся честно, говоря вот про интернет, сказал, да, мы живем в такое время цифровых технологий, а вот не принес ты снилс на бумажке, и все. День потерян. День потерян. Снилс где? А вот вы телевизор смотрите, снилс принесли? Кто не принес, выключаете. Куда? Перед телевизором со снилсом стоять надо. Да, конечно, вот цифровые технологии очень облегчают нашу жизнь, да, вот что бы мы без них делали. Сегодня, чтобы получить документы, записаться к врачу, не надо выстаивать часовые очереди, а все можно сделать буквально в 2 клика. Ну, а чтобы купить тот или иной товар, даже не надо ходить по магазинам, да? Все онлайн. Потому что многие представители ведут свой бизнес онлайн и так вообще во всем мире. Приход интернет-торговли в сельские районы Китая также дает им вторую жизнь. Молодежь, уехавшая на заработки в мегаполисы, возвращается в родные поселения, получает надежный инструмент построения бизнеса. Наш следующий репортаж из горного района провинции Цзилинь, где местное предпринимательство выращивает пятнистых оленей на продажу в качестве домашних питомцев. Обычное утро в отдаленном районе гор Чанбайшань на северо-востоке Китая. Стадо из 2 десятков пятнистых оленей на выгуле. Только возглавляет его не матерый рогач, а 31-летняя Чен Мэйхуэй, отвечающая на вопросы подписчиков во время интернет-стрима. За 3 года прогулок с оленями девушка собрала более 250 000 подписчиков в социальных сетях. Фанаты для меня очень важны, независимо от того, насколько хорошо мы разводим оленей. Если это никому не интересно, я не чувствую мотивации. Поэтому я уже не могу без прямой трансляции во время выгула. Это часть моей жизни. В
прошлом году Douyin, китайская версия ТикТока, зарегистрировал более миллиарда видео о сельской жизни и более 4,5 миллиардов продаж сельхозпродукции. Олени приносят семье Чэнь 130 тысяч долларов дохода в год. По меньшей мере 80% этой суммы обеспечивает интернет. 3 года назад Мэйхуэй продавала очки в магазине прибрежного мегаполиса Циндао, а теперь развивает семейный бизнес в горной деревне. Думаю, что у пятнистых оленей, особенно в качестве домашних животных, огромные перспективы, поэтому после долгих размышлений вернулась в родной поселок. Таким образом, я могу быть с родителями, помогать родному месту и развивать собственный бизнес, а не работать на кого-то другого. Отец Чэнь Мэйхуа 20 лет выращивал пятнистых оленей на мясо и рога. Их считают особенно ценным ингредиентом в традиционной китайской медицине. Дочь решила разводить животных еще и как домашних питомцев. Это вдвое прибыльнее и требует совсем другого подхода. Олень – существо пугливое. Чтобы он не боялся человека, тот должен заменить ему маму. Впрочем, у большинства членов семьи отношение к животным исключительно деловое. Власти северо-восточной провинции Цзилинь, где живет Чэнь Мэйхуэй, уже распознали потенциал оленеводства. Они планируют довести поголовье пятнистых оленей на фермах до 1 миллиона к 2027 году. Возрождению сельских районов способствует развитие интернет-торговли и логистики. В прошлом году число магазинов сельхозпродукции на стрим-платформе Douyin подскочило сразу на 83% по сравнению с годом ранее. Алексей Кан, Джанин Чельманфэй, CGTN. Ну а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы готовы рассказать о последних событиях. Якутия, доброе утро. Далее предлагаем блок новостей. Пенсионерам, у которых на попечении есть нетрудоспособные родные, начисляют доплату к пенсии. Речь в данном случае идет о близких родственниках, например, детях, внуках, братьях и сестрах до 18 лет. Если оказавшиеся на иждивении учатся на дневном отделении, то их предельный возраст для получения доплаты составляет 23 года. Доплата за одного родственника на попечении составляет треть фиксированной выплаты к пенсии. А если таких родственников 2, то размер доплаты удваивается. При наличии у пенсионера 3 и более человек на содержании доплата будет еще выше. Альянс по защите детей в цифровой среде намерен в текущем году создать сервисы и контент, которые позволят преодолеть цифровой разрыв между детьми и взрослыми. Организация в этом году планирует реализовать несколько образовательных инициатив и десятки просветительских мероприятий по всей России, направленных на повышение цифровой грамотности детей, родителей и педагогов. Одной из них станет подготовка тестовых заданий и проведение специальных мероприятий для детей в рамках всероссийской акции «Цифровой диктант». Срок подачи заявления на сдачу единого госэкзамена в текущем году истекает 1 февраля. В заявлении необходимо перечислить предметы, по которым участники планируют сдавать ЕГЭ. 2 экзамена являются обязательными. Это русский язык и математика. Документы подаются лично, родителями или уполномоченными лицами на основании паспорта и доверенности. Основной период ЕГЭ продлится с 23 мая до 18 июня. Досрочный период для сдачи экзаменов продлится с 22 марта по 12 апреля. Дополнительный период с 4 по 23 сентября. В Якутске провели первый городской семейный конкурс «Инженерная семья». Мероприятие посвятили году семьи и году детства, и оно собрало несколько семей учеников 7-8 классов различных политехнических школ. Соревнования провели в несколько этапов. Это визитка, домашнее задание с моделированием космического корабля или спутника, а также оригами, лего-конструирование и интеллектуальный этап. Участники показали свои знания, умения и навыки, которые непосредственно связаны с инженерными профессиями. Естественно, глубже ребята узнают о профессии своих родителей. И, естественно, это популяризация профессии инженерной, потому что потребность сегодня у страны и у государства в инженерных специалистах очень большая.
Семье фронтовика Василия Иванова вручили копию именного алмаза. Василий Иванов – участник Великой Отечественной, почетный гражданин Мирнинского района. Он внес личный вклад в социально-экономическое развитие района и республики. Алмаз весом более 52 карат горняки добыли в 2022 году на месторождении трубки «Юбилейная». Мы очень благодарны за высокую оценку Алросы, потому что это все останется потомкам. Движение «Чистая Арктика» подключится к программе Росприроднадзора «Медвежий патруль» по сохранению белого медведя и предупреждению встреч хищников и людей. Добровольцы организуют масштабную разъяснительную кампанию для школьников, студентов, вахтовиков, служащих и туристов. Главная задача проекта – профилактика конфликтных ситуаций между белым медведем и человеком. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. А на календаре, напомним, 29 января. Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился. А сегодня в России отмечается такой интересный праздник – День первооткрывателя. Он относительно новый, но уже относит его к числу государственных. Инициатива учреждения памятной даты принадлежит Международному фонду славянской письменности и культуры. Именно его создатели в 2017 году предложили внести в календарь праздников День первооткрывателя. А дату 29 января выбрали не случайно. Как раз в этот день российские мореплаватели под командованием капитанов Беллинсгаузена и Лазарева открыли новый континент – Антарктиду. Список самоотверженных первооткрывателей широк, землепроходцы и исследователи внесли неоценимый вклад в изучение территории России. Их отвага, упорство и мужество в походах достойны уважения и, конечно же, подражания. Ну а далее давайте знакомиться с другими знаменательными событиями этого дня. На календаре 29 января. Сегодня отмечают Киберпонедельник в России. Одна из крупнейших распродаж и акций скидок на товары интернет-магазинов. День мобилизации против угрозы ядерной войны. По народному календарю Петр Полукорм. Если в этот день ветер дует с северной стороны, быть морозу. В то же время мороз Петров день – предвестник летней жары. События в этот день. Открыт мыс Горн, крайняя южная точка архипелага Огненная земля. Организована первая в России городская почтовая сеть. День рождения автомобиля. Карл Бенц получил патент на свой первый автомобиль. Учрежден первый российский аэроклуб. Также в этот день открылись 9-е зимние Олимпийские игры в Инсбруке, Австрии. В этот день родились Антон Чехов, русский писатель, драматург, Ромен Роллан, французский писатель, нобелевский лауреат, Дмитрий Маликов, советский российский композитор, певец, продюсер. Именины у Неонила, Петра, Ивана и Максима. И еще одна дата в календаре. Сегодня исполнилось бы 66 лет известному якутянину, политику, общественному деятелю, инициатору создания общественной организации ямщиков Якутии Анатолию Добрянцеву. А прошедший 23-й год стал юбилейным. 280 лет регулярного сообщения по Иркутско-Якутскому почтовому тракту. Вышел указ главы республики об объявлении пятилетия ямщицкой культуры в Хангаласском, Алекминском, Ленском и Усть-Майском районах. О том, какую работу сегодня ведут потомки государевых ямщиков и как до наших дней они сохранили свою историю, расскажет Аэлита Стручкова. Общественная организация «Потомки государевых ямщиков» была зарегистрирована в 2007 году. Главной целью организации является сохранение духовного, культурного и исторического наследия государевых ямщиков Средней Лены. Сегодня в Доме дружбы народов в уголке нашем Ямщицком мы собрали совет общественной организации «Потомки государевых ямщиков». В совете у нас все потомки с разных почтовых станций Иркутско-Якутского почтового тракта. Журинская почтовая станция, Аддабанская почтовая станция, Батамайская почтовая станция, Оймуранская почтовая станция, Кочегарская почтовая станция, Иландская почтовая станция и Синская почтовая станция. Каждая почтовая станция – это
отдельная своя история. Это разные фамилии, семьи. Основателем и идейным лидером общественной организации «Потомки государевых ямщиков» был Анатолий Анатольевич Добрянцев. Сердцем болел за ямщицкую культуру. Потомки ямщиков считают своим долгом сохранить добрую память о нем и беречь то, что он создал. Он очень любил свою малую родину, всегда вспоминал о ней. Потомки государевых ямщиков продолжают дело своего предводителя и передают его подрастающему поколению. Сегодня для нашей общественной организации памятная дата – день рождения нашего лидера, видного общественного и политического деятеля Анатолия Анатольевича Добрянцева. Ему исполнилось бы 66 лет. Сейчас мы работаем над увековечением памяти Анатолия Анатольевича Добрянцева. 22-й республиканский фестиваль «Играй, гармонь, живи, частушка» состоялся в 23 году, и фестивалю присвоено имя Анатолия Анатольевича Добрянцева. Это его мечта. Он очень любил русские народные песни, сам был таким с русским духом, он любил плясать, он любил петь. Он очень сердцем болел за нашу ямщицкую культуру. И сегодня в почтовых станциях Хангаласского района пройдут посиделки, вечера воспоминаний, круглые столы памяти Анатолия Анатольевича Добрянцева. Как свет далекой звезды, чуть не потерялась память о ямщиках исторического Иркутско-Якутского тракта. До 1995 года ямщицкого движения среди потомков не было. И, конечно, им хотелось сохранить историю о ямщиках. Кто они такие, откуда они приехали, за что их сослали. В 1999 году вышла первая книга о ямщиках «По следам государевых ямщиков». Книга сразу обрела успех среди потомков, и она стала большим толчком для создания общественной организации ямщиков. А за ней последовали и другие книги на эту тему. Ведь написание таких книг имеет не только историческую составляющую, но и является древом жизни. Многие узнают о своих предках, о их жизни. Я, в общем, имел большую довольно переписку с двумя санкт-петербургскими архивами, с Московским государственным архивом, с Костромским государственным архивом, архивом города Иркутска. Ну и, конечно, я тут хорошо поработал в фондах Якутского архива. И в итоге вот на основе вот этих материалов добытых, еще плюс я ходил в библиотеку Пушкинскую, старые газеты смотрел, искал материалы о ямщиках. С пожилыми людьми я старался встречаться, у них добывал эти материалы. Вот, понимаете, как бы я ходил по их следам и добывал вот себе вот материалы для книги. 47 печатных изданий. В том числе вот последнее у нас издание, это называется, это коллектив авторов, много тут авторов. Иркутский почтовый тракт, прошлое и настоящее. Настольная книга сейчас у каждого уважающего себя потомка ямщиков. Как уже сказано, одна из главных целей – это, конечно, сохранение истории и увековечивание имен людей, которые сделали большой вклад в становление ямщицкого движения. И большое желание у потомков ямщиков – это памятник ямщику. Сквер ямщика – это по улице Чернышевского. Но в этом сквере ямщика не хватает самого главного – это памятника ямщикам. Среди ямщиков есть два настоящих боевых генерала из потомков ямщиков. Это из станции Нахтуйская Лёкминского района Котельников Леонид Иванович и с Покровской станции Притузов Андрей Иванович. Вот нас ожидает впереди 80 лет победы в Великой Отечественной войне. Мы будем добиваться, чтобы наконец-то в Якутске на площади Победы, либо в Парке Победы появились бюсты, посвященные вот этим настоящим двум боевым генералам. Пока жива память, жив и народ. Пока народ знает свое прошлое, будет и будущее. Аэлита Стручкова, Джулустан Иннокентьев, Якутск.
И у нас в гостях председатель Совета общественной организации «Потомки государевых ямщиков» Ирина Стрекаловская. Ирина Егоровна, здравствуйте. Вот только утро. что Доброе узнали, да, мы о такой прекрасной, ну, не то чтобы узнали, кто-то освежил память, может быть, да, о таком общественном движении прекрасном. Вообще хотелось бы узнать у организации сегодня, кроме сохранения культуры, понятно, да, наверное, во главе угла это все-таки стоит. Какие еще цели Это есть? самое главное, конечно. Но я приветствую всех телезрителей с новым 2024 годом. Поздравляю с 5-летием ямщицкой культуры в Хангаласском, Алекминском, Ленском и Усть-Майском районах. Примечательно, что у нас вот такое 5-летие будет, и это благодаря тому, что нашей деятельности в течение 22 лет. Все-таки у нас вот общественная организация, Хангаласский район, Алекминский район вот, активно работают по этой теме, поэтому нас поддержал, во-первых, глава нашей республики, во-вторых, нас поддерживает Государственное собрание Иль-Тумена в лице Жиркова Александра Николаевича, поддерживает наше Министерство по внешним связям Республики Саха-Якутия и поддерживает, конечно, наш родной дом дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского, где мы базируемся, где мы проводим свои мероприятия. Но если Иркутско-Якутский почтовый тракт – это 126 почтовых станций. Вы представьте, это какой пласт деятельности, потому что каждая ямщицкая станция – это отдельная история, это отдельные люди, которые вот проживали, возили почту, их предки. Ну, в общем, это вообще непочатый край деятельности. И поэтому 5-летие даже может не хватить для этого, чтобы все это распахать, все это сделать, потому что сейчас самое главное – это поднять работу краеведов, историков, библиотекарей. Очень большая работа. Очень большая работа, чтобы они вот все это распахали, и каждый потомок государевых ямщиков, чтобы знал свою историю, свои корни, откуда прибыли мои предки, как здесь они жили, даже побывать на своей исторической родине, чтобы, ну, в общем, связь поколений, вот это все было. Не только вот эта песенная культура, а то, что вот у нас внутри, да, кто мы, чтобы не быть Иванами непомнящими. Ну а вообще молодое поколение насколько заинтересовано? Да, ну вот я, например, считаю так, что человек приходит к своим корням в более зрелом возрасте. Да. И поэтому мы, конечно, вот именно ансамбли молодежные создаем, детские коллективы, но они, конечно, к корням будут прикасаться чуть позднее. Ну пусть сейчас вот это проходят соколовские чтения, ямщицкие чтения, да, припузовские чтения. Там дети пишут о своих предках, о почтовых станциях. Вот так они соприкасаются к культуре своих предков, к истории. А потом они придут обязательно, потому что все равно генная память, корни, это все равно будет. Чувство рода, да? Вот да, это. Чувство рода. А вообще, ну, как бы ни в одной республике, да, ямщики существовали, как подобные организации есть и в других, наверное, регионах страны. Как-то с ними связь поддерживаете? Так, но мы установили культурные и исторические связи с Иркутской областью. Побывали на всех 63 почтовых станциях, которые были в Иркутской области. Да? Но там как-то вот таковых общественных организаций там нету. Но есть люди, которые помнят, как возили почту, как ходили обозы. Там даже есть тракт, который называется Якутский. Якутский тракт. Прямо вот едешь по Якутскому тракту, потому что эта дорога идет в Якутск, да, на Якутию. И есть историки, которые пишут про... И вот у нас вышла книга, вот Анатолий Дмитриевич говорил, там очень много статей именно из Иркутска. То есть там больше, грубо говоря, в частном порядке люди занимаются. Кому-то вот интересно, он сам изучает и так далее, но вот какой-то вот организованной работы... Да, вот такой общественной организации, которая вот именно поэтому там нет. Но мы их поднимаем, они к нам приезжали на 2-й межрегиональный форум, все потомки ямщиков вместе. Хотим вот в это 5-летие совместное тоже мероприятие не у нас, а у них провести в Иркутской области, показать вот как мы вот действуем, работаем, и чтобы они, потому что у нас одна история и одна судьба.
А вот помимо общественной работы, да, вот чем занимается ваша организация? Вот какие-то клубы по интересам? Мы знаем, что это песни, как вы уже сказали. Да, но у нас, конечно, есть очень большой фестиваль. «Играй, гармонь, живи, частушка», который проводит Хангаласское управление культуры и духовного развития. Мы проводим в этом году 23-й республиканский фестиваль. И туда хотим мы пригласить и Усть-Майский район, и Алекминский, и Ленский, чтобы все туда приехали. Это будет старт пятилетия ямщицкой культуры. Да? И вот этот фестиваль, он стал таким народным праздником ямщиков. Вот благодаря Анатолию Анатольевичу. Анатолий Анатольевич, он, в общем, этому фестивалю присвоено имя Анатолия Анатольевича Добрянцева. Фестиваль имени Анатолия Анатольевича Добрянцева он стал. И мне кажется, он и дальше будет действовать, потому что это как народный праздник ямщиков. Туда съезжаются все, встречаются все. Вы это понимаете, в Хангаласском районе, вы сказали, это в Хангаласском районе, проходит? да, потому что этот тракт, это в Хангаласском улусе, там все друг другу родственники. Прямо так интересно, они все общаются. И на этот фестиваль приезжают, все радуются друг другу. Не только песни, а вот именно дух ямщицкий у нас именно в этом фестивале. Ну вот, кстати говоря, про песни вообще в принципе, да, ну какие песни ямщики пели, насколько длинные, что обычно в содержании было, о чем пелось? Раньше и поменялись ли песни? Да, песни, это не ямщицкие песни, это песни трактовые. Тракто-песни, это именно песни, которые привезли, вот, например, с Ярославской, Костромской, Сарловской, Нижегородской областей сюда вот. И вот эти песни из поколения в поколение они передавались. И самое интересное в том, что наши предки же забыли свой родной язык. Они говорили на якутском языке. Наши бабушки, они русского языка не знали. Но песни, хороводы, они пели на русском языке. Вот насколько вот осталось, вот это самое интересное, что все равно они сохранили то, с чем они приехали. Эти песни очень старинные, очень долгие. Песни, всегда говорят, песни ямщиков, они очень долго поются, вот такие песни. Посиделочные, они вот сидели, спевали, и вот эти песни передавались из поколения в поколение, как драгоценная реликвия. Вот очень интересные песни есть, но, к сожалению, не успели мы сохранить все. Бабушки-то уходят. Ну вот как раз мы сейчас можем, да, вот то, что сохранилось, услышать. Да, Ирина Егоровна. Мы, в общем, отрывки из двух песен мы споем, чтобы, и такая. Да, мы знаем, что вы сегодня не одна, Ирина Егоровна. Но мы сегодня Егоровна хотим еще пригласить вечером в 6 часов в Доме дружбы народов состоится вечер воспоминаний об Анатолии Анатольевиче Добрянцеве. Все, что он любил, хранил, берег. Приходите, поучаствуйте, вспомните нашего лидера, замечательного человека. Спасибо, Ирина Егоровна. Да, мы завершаем наш эфир. Хотим представить ансамбль «Ямские бубенцы» с песней из 2 отрывков. Это «Молодой чуманчик» и «Молотка». Да, а вам, дорогие телезрители, хорошего дня. Грусть, тоска берет, да, далеко милой живет, далеко, далече, на той стороне, на той стороне, на тою сторонке, по матушке, по Москве, на тою сторонке, по матушке, по Москве, по матушке, по Москве.
Москве, да не близко ко мне. На последнюю пятерку найму тройку лошадей, на последнюю пятерку найму тройку лошадей. Дам я кучеру на водку, погоняй, брат, поскорей. Дам я кучеру на водку, погоняй, брат, поскорей. Тройка скачет, Ваня пляшет, ямщик песенку поет. Тройка скачет, Ваня пляшет, ямщик песенку поет. Ваня к дому подъезжает, колокольчик день-день-день. Ваня к дому подъезжает, колокольчик день-день-день.